Добрый вечер. В эфире региональные вести, в студии Лариса Шамаева, и в начале о главных темах. Финансовая поддержка. Региональный общественный фонд имени Ахмад Хаджи Кадырова оказал материальную помощь малоимущим семьям. Будущие защитники. Огневую подготовку бойцы проходят здесь, в 200-метровой галерее. Как готовят добровольцев перед отправкой в зону СВО, смотрите в нашем выпуске. Напряженные партии и яркие моменты. Каждая партия – это настоящая битва умом. В Грозном стартовал второй этап отбора на международный шахматный турнир. Трагическая новость потрясла спортивный мир. На 50-м году ушел из жизни легендарный борец, трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев. Его имя навсегда вписано в историю мирового спорта, а достижения силы духа стали примером для миллионов. Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким Бувайсара, отметив, что его уход – это огромная потеря не только для Чечни, но и для всего мира. 45 минут холмар адован тамана замуду австу. Я вот когда марабут да берет таш меня халдон сон. Я вот когда македан когда балажан масудан спортиеш бой сервиеш меня волчар. Да иман собой да Boy said right Sonny you should dog here from Santo Herdon. Boy said ono şu avizan ono vare noche la dedlan dog doşlan noche için üyeş el şey sada doşlan da şavizan metan da da de alversen da Dagestan bolçar noche şu bolçar Moskva bolçar keç paş halk bolçar dünyan çoğada huzban Shit, yeah, that's what they were shot. Some were looked at on. But it's well on. It's on. Let's just get black all out of each one. And then, you take one head on. Store that in the guy, so all plus one. Throw away, no idea, no idea, made on. Now, all out here on. The lot on. Why didn't I? My daughter didn't know when. حادي شيء ويدي بالحادي هو هذا الشيء يا مولانا إذا هذا سكين سويدان ما شاء الله لقي ده شاعر ده بويس هذا ويشوا لقى وشين بين كروتشيني برمضان عش مصر أبوه يدك كذا معه بوش سيجادو عدل الصوت يحكم قيد البار من الشيء بدي بوش كل سوى له ولا Ecco ma te ha ricevuto una fonte proceneo, PM la vuoi per trovare i blocchi a spinta aeroporto dove il blocco. Avevo molto bene Ellen ma Eder Bolamo ma molto hour e se che hour ti ha blocchi la due del collegaci te ya sta hospitale e sta facendo che scende gram da marcia. Per quindi lo veste nada, è molto qualcosa da vedere con la no. Vuoi Wayne Dees was the best it's all over dawn. I think the large and also I just went long. Shy, it's all of sorry and that back and the dog and the dog everything there. And lots of old boys are there. Seems beautiful, it's a big and good. The house in that. And the bigger barn and on the field on. Där tog jag ha hållt now way not so well där sväger det här och det är så där jag kan ha då är tips då snart och bara få det där där ni man så väl där. Nej.
ده احنا ده والله يسر دكان كون ساعة قوتنا على الناس تاخد وهو أمر الله كده وده مو ده صدا عاش وقت أبدا معه. Рамзан Кадыров организовал доставку тела усопшего на родину. Грозинский аэропорт переполнили толпы людей, среди которых члены семьи, друзья, ученики прославленного спортсмена и все неравнодушные, которые собрались, чтобы встретить борт с телом безвременно ушедшего в иной мир Бувайсара Сайтиева. Глава Чеченской Республики вместе с соратниками лично встретил самолет и проводил усопшего в его последний путь в его родовое село. За свою карьеру он побеждал на самых престижных соревнованиях. Стартовое золото Олимпиады взял в 1996 году в возрасте 21 года, став самым молодым чемпионом в истории борьбы. Помимо олимпийских успехов за свою карьеру Сайтиев завоевал 6 золотых медалей мира и Европы, Кубок мира и Игры доброй воли. Он еще при жизни стал сильнейшим мотиватором для тех, кто стремился покорить борцовский Олимп. Последний успех был на играх в Пекине и тоже золото. По завершению карьеры борца продолжал развитие спорта, будучи избранным в 2016 году депутатом Государственной Думы 7-го созыва, работал в Комитете по физической культуре и спорту. Был президентом Федерации спортивной борьбы Чеченской Республики. Бувайсар был глубоко верующим, доброжелательным и истинным патриотом своей родины. Твердо следовал пути первого президента Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Указом главы Чеченской Республики в память о легенде спорта в регионе с 3 по 5 марта объявлен 3-дневный траур. ГТРК в войнах выражает искренние соболезнования родным и близким Бувайсара Сайтиева. Священный месяц Рамадан, традиция милосердия и взаимопомощи становятся как никогда актуальными. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова проявил заботу о малоимущих семьях, оказав им финансовую поддержку. Такие акции проводятся на постоянной основе, а в Рамадан они проходят ежедневно. Как проходила благотворительная акция, расскажет Медина Мударова. В регионе и даже далеко за его пределами нет ни одного человека, который бы не знал о деятельности фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Благотворительная организация оказывает самую разную помощь, начиная от продовольственной и заканчивая решением жилищных вопросов. И вот в первые дни Рамадана странуждающимся семьям региона оказали финансовую помощь. Всего было роздано порядка 100 миллионов рублей. Ahmet Hacı Sayol'un fondu da gazet obalığına uzak bolşbol biskidahana iş tavsa iş sahçansa sayadu da eten. Все собравшиеся в один голос поблагодарили организатора акции, президента фонда Аймани Несиевну и главу региона Рамзана Кадырова за постоянное внимание и сопереживание их жизненным трудностям. Даггар баркал Эрсон Рамзан Ахматович. Цюндент ир Ахмат Хаджинт ира, цудак мерлач ира, цюннант ира. Тин хусан дайшент ир массашнат ир дальше урбан моутсан дал обо сагдойл тут срез хавч дал обо сагдойл амел дештек амел лилуштек тхан тхагойгеш тхабал хачан ашвохо Рамазан марбат ир хоксана доштас арсада манлушду дал сагдойлар дал обо сагдойл аймани эзэнде дал мокшмэштил Масштабная помощь охватила все районы республики. Даже высокогорные. Денежную поддержку получили семьи, для которых помощь сейчас необходима. Несмотря на позднее время, финансовую помощь оказали каждому. Президент фонда Аймани Несиевна, как и всегда, заботится о тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Постоянно алсаадо нагмелла чумане да обулсаадо элвезинде. Да саадо тирана. Нагмелла чумане да обулен сахал. Амалажина ва эйманина ва рамзана масана дирсаадо элвезинде. Везе вак Allah да обулдо элхаре.
وين بتش رمضان شندي أحمد حجين وغاد ولا دوش خلوش وين خلق ده خنده هو لام تدو تكون قاتل الرزق وقال هذا شني أيماني دار غاد دار قبول ده هذا هنا توتا تدت تنتهي والله بالله كان هذا دق ده الموضوع. Семьи благодарны за оказываемую поддержку. Признаются, трудности не так страшны, когда есть региональный общественный фонд, который готов поддержать в любую минуту. ده حدث ده حدث سيخ ده قوتشتو С каждым разом масштаб подобных акций становится все больше, а деятельность фонда давно стала распространяться и за пределами республики. Медина Мударова, Магомед Басаев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. В районе Путина планируют построить 5 пешеходных переходов. Об этом сообщил мэр Грозного Хасмагомед Кадыров на совещании с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и членами правительства региона. Каждый из подземных переходов будет 73 метра в длину. Ширина прохожей части тоннеля составит 4 метра, а высота больше 2 метров. Эти размеры обеспечат комфортное и безопасное перемещение пешеходов, а также позволят избежать заторов в часы пик. Проект также предусматривает повышение доступности для слепых и слабовидящих граждан. В переходах установят специальные указатели, которые помогут ориентироваться в пространстве и позволят людям с ограниченными возможностями здоровья передвигаться по переходам без посторонней помощи. Торжественное подписание соглашения о сотрудничестве и дружбе между городами Грозный и Луганск состоялось в Луганской Народной Республике. Документ, в частности, предполагает укрепление культурных традиций и расширение торгово-экономических связей. Соглашение заключено на 5 лет, оно включает в себя свыше 20 пунктов. Главным образом оно нацелено на укрепление молодежных связей. В ближайшее время планируется организовать поездки школьников и студентов из ЛНР в Грозный и наоборот. Мы изучим все моменты, посмотрим. Конечно, самая главная задача, которая стоит перед нашими, вот даже той молодежи, которая в Грозном, и той молодежи, которая в Луганске, это дружба, это самое хорошее, я думаю, доброе дело. Мы будем в дальнейшем дружить, взаимодействовать и проводить различного ранга культурно-массовые мероприятия, я надеюсь. Но будет взаимодействие обязательно. В республике активно продолжается подготовка добровольцев, изъявивших желание участвовать в специальной военной операции. На полигоне Российского университета спецназа имени Владимира Путина будущие бойцы осваивают тактические навыки, учатся обращаться с оружием и оказывать первую медицинскую помощь. Подробности в сюжете Валентины Гусевской. Снимаем оружие с предохранителя, досылаем патроник, производим один выстрел. Встать в позицию, прицелиться и попасть точно в мишень. Так проходит одна из первых тренировок в Российском университете спецназа имени Владимира Путина у добровольцев. В Российском университете спецназа имени Владимира Путина есть множество полигонов для тренировок, и каждый из них универсален. Назначение можно изменить по необходимости. Огневую подготовку бойцы проходят здесь, в 200-метровой галерее. На протяжении 3 лет желающие из всех регионов России вступают в ряды спецназа «Ахмат». Добровольцы проходят 2-недельную военную подготовку. Они изучают тактику ведения боя и обращения с оружием в теории и на практике. Многие бойцы здесь впервые. Дальние знакомые, так скажем, подсказали, посоветовали, говорили, что здесь хорошо обучают. Также я проходил срочку. Именно военное дело мне понравилось, я решил, так скажем, посвятить своей жизни этому, и поэтому поступил сюда на обучение. Решил по совету товарищей, кто уже в зоне боевых действий. Дома, конечно же, ждет жена, мать,
переживают. Инструктора очень хорошо объясняют, доходчиво объясняют. Даже кто от этого далек, то есть все вот отлично понимает. Утренние занятия проходят на полигонах. Наряду с огневой подготовкой особое внимание уделяется медицине, практике в лесу, окопах, а также на различных видах местности, чтобы бойцы адаптировались к переменчивым условиям. Тренировки ведутся под контролем опытных инструкторов. Они также отправляются в зону боевых действий, учитывают меняющиеся тактики и методики ведения боя, чтобы передать актуальный опыт подопечным. Мы учим бойцов обращаться безопасно с оружием, правильно пользоваться с оружием, то есть прицельно стрелять, разбирать, собирать оружие. То есть какие проблемы, как решать проблемы, возникающие при работе с оружием на полигоне. Мы всегда говорим бойцам, может быть, кто-то имеет опыт, кто-то не имеет. Мы опять-таки равняемся до того, кто не имеет опыта. То есть с простого к сложному идем. Все действия тренируют до безупречного выполнения. Одновременно в университете могут обучаться до 200 человек. Бойцов также распределяют по направлениям. Например, снайпинг не просто точная стрельба, а целая наука, в которой рассчитывается дистанция, ветер и многие другие факторы. Добровольцы признаются, что их дело непростое, но с доблестью встанут на защиту Родины. Я пришел за землю нашу воевать, чтобы, скажем, наши мирные люди чувствовали себя спокойно. Кто, если не мы? Стоит отметить, обеспечением бойцов с первых дней специальной военной операции взял на себя региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Валентина Гусевская, Алисхан Кацулов, Ахмед Хизриев. Вести, Чеченская Республика. Под командованием боевого офицера Асламбека Салиева бойцы полка Ахмат Чечня выполняют задачи по зачистке блиндажей от украинских фашистов в направлении села Мартыновка Суджанского района. Эту новость глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в своих социальных сетях. Полковые дроноводы уверенно сбрасывают ВОГи по укрытиям боевиков ВСУ, а также применяют FPV-дроны. Своими грамотными действиями операторы беспилотных летательных аппаратов расчищают пути наступающим российским штурмовым отрядам. В селении Улускерт почтили память псовских десантников, возложив цветы к мемориалу 6-й парашютно-десантной роты 76-й Псовской дивизии ВДВ. Мероприятие было посвящено 25-й годовщине трагической гибели бойцов в 2000 году в Аргунском ущелье. Почтить память приехали ветераны, участники воздушно-десантных войск, а также представители Российского союза ветеранов Афганистана. Участники возложили цветы и почтили память павших минутой молчания. Каждый год в этот день приезжают, и не только на юбилейные даты, каждый год сюда приезжают десантники, не только десантники военные, приезжают гражданские лица. Это излюбленное место туристов, сюда приезжают, потому что о героизме 6-й роты, ну, по крайней мере, слышно далеко даже за пределами нашей страны, не только в нашей стране. Группа научных деятелей и историков региона организовали памятную поездку в село Хайбах, чтобы почтить память жертв трагических событий, произошедших здесь в годы репрессий. Эта поездка стала важным шагом в сохранении исторической памяти и напоминанием о необходимости чтить уроки прошлого. Подробнее о визите и его значении в материале Лимды Жамалдиновой. В такой же зимний день, когда мороз пронизывал до костей в душах 700 чеченцев, среди которых были немощные старики, беременные женщины и маленькие дети, царила надежда на спасение. Они верили, что кто-то придет на помощь, чтобы вытащить их из бездны отчаяния, но вместо этого пришла смерть. Эти невинные души были отняты не только у своих семей, но и у всего человечества, которое должно было помнить их. В каждом из них жила история, полная надежды, мечтаний и любви, но все это было сожжено в пламени ненависти и безразличия. Группа в составе ведущих научных деятелей и историков региона организовали поездку в печально известное село Хайбах. Собравшиеся почтили память невинно убиенных и прочитали Коран. إيش شبك شعير بين بيجنا خلا تاع ماشيين جواري هرده إنسا تعول شو أول ديت تسويش دك يعيت تسويش ولا وي دك يعيت ديت كجيش خوش دقيقة ديش دو إيش هرده ديت دوش قص حلقة وش المتش جايت جوش قيب بيش بو بس يومت يق
هو بالغش سابشير قابل تيجير إيتيتم تأقل هربالغ وانت تسبايت. Они стали жертвами варварского приказа, закрытые в колхозной конюшне и сожженные заживо. Это был не просто акт насилия, это была невидимая рука, которая решала, кто достоин жизни, а кто должен быть стерт с лица земли. Как наши старые песни звучали такие слова: «Пусть плачут камни, не умеем плакать мы. Мы люди гор, мы чеченцы, иншаллах, мы восстали, иншаллах, мы воспряли». И то, что мы сегодня здесь, и то, что есть этот монумент, и то, что мы из года в год сюда возвращаемся, говорит о том, что мы выжили. На месте той страшной конюшни теперь воздвигнут монумент, символизирующий память о жертвах. Скоро здесь будет гореть вечный огонь в память о невинно погибших в пламени огня. واندا قوتا بنا ساعات صنع لات ياز دو إستوريك شبوت صنع إشتا يهم شديك ياز دين دو قيت ياز ديز إتلمش قدع دعبها بيزا يهما ديت سدليت يوت أقولا إسندل هما وين تأحتنا قوم Сегодня, спустя годы, память о жертвах должна стать символом борьбы за справедливость. Мы не имеем права забывать. Мы обязаны помнить, чтобы подобное не повторилось. Лимда Джамалдинова, Мусар Хаджиев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Чрезвычайное происшествие на автозаправочной станции могло обернуться настоящей трагедией, но благодаря хладнокровию и решительности молодого человека удалось избежать серьезных последствий. Подробности этого инцидента и как развивались события в нашем следующем сюжете. На этих кадрах на автозаправочной станции произошло возгорание автомобиля. В машине находилась женщина, пока водитель Бай-Али Мусанипов только подошел после оплаты. При этом он завел двигатель, случайно забыв вытащить пистолет. Однако не растерялся, спас из пламени родственницу и укатил транспорт в сторону, потратив на все меньше минуты. Молодой человек получил ожоги кистей. Общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова было принято решение возместить потерю машины новой. Первое, на что мы обратили внимание, то что после возгорания автомобиля данный водитель сразу же вытащил человека на безопасную дистанцию от автомобиля, а дальше уже постарался машину максимально далеко отодвинуть от автозаправочной станции, потому что взрыв на заправке влечет за собой серьезные последствия. Сам пострадавший рассказывает, что времени на раздумье у него не было. Безопасность окружающих беспокоила его больше всего. При этом выразил благодарность за проявленное внимание и подарок. машин аяқ қойрит ял идер сундак денаг адман са зе зулум хилан қирвел аймане фондер елюсон машин алада са юлсун лагмала чуманде яла дарсон да са юк аймане. Автомобиль марки «Лада Гранта» стала отличной заменой более старой модели. Теперь самое главное – это быть предельно внимательным во время движения или обслуживания. Такой подарок – прекрасная награда за мужественный поступок. В интернете молодого человека прозвали бесстрашным за его, в первую очередь, мысль о здоровье человека, нежели о сохранении собственности. Тур Палалита Исумов и Ислам Ибрагимов. Вести. Чеченская Республика. По поручению министра Чеченской Республики по делам молодежи Рамзана Висмурадова прошла ежегодная благотворительная акция «Ифтар в пути». Акция проводилась при поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. За полчаса до наступления времени ифтара волонтеры вышли на оживленные улицы города. Для тех, кто не успевал домой к вечернему азану, раздали воду и финики. Эти продукты являются наиболее желательными для того, чтобы завершить пост. В этом году акция «Ифтар в дороге» стартовала 2 марта и продлится до конца священного месяца Рамадан. ويقاسنا هو شرح مرغبة تاعها مصو يرشكا ريونشكا نيقص بولشاك مرغ دوستش بيش بيلخشدو تاعها هو شرح خلال سوناخا تحدي يقرص دالش دو دو شيلو يوهي داتا تاعها وي تخشدو جوار خحويكشدو تاعها ادم ساغ دوخشدو.
В Грозненском нефтяном университете состоялось знаковое событие – 21-я торжественная церемония вручения премии «Серебряная сова». Эта награда ежегодно вручается самым талантливым и выдающимся представителям интеллектуальной элиты. В этом году церемония собрала ведущих ученых, преподавателей и студентов, чьи достижения в науке и образовании заслуживают особого признания. Подробности о лауреатах и атмосфере праздника у Рамзана Абуева. Ученые, писатели, художники. В Грозненском нефтяном университете собралась вся чеченская интеллигенция. Событие важное – 21-я торжественная церемония вручения премии «Серебряная сова». С приветственным словом выступил председатель Совета интеллектуального центра Бекхан Хасбулатов. Мы проводим 21-ю торжественную церемонию вручения премии интеллектуального центра Чеченской Республики. От церемонии к церемонии мы идем уверенными шагами, накапливая опыт, учитывая свои упущения. Жизнь продолжается. А в номинации образования отметили доктора педагогических наук Салмана Элипханова. Диплом лауреата и статуэтку вручили помощник главы министра по национальной политике, внешним связям, печати информации Ахмед Дудаев и проректор ЧГПУ Ахмед Ажиев. Mūsu laureāti ir vēl dekām derēs vēl, un ābelā nāmošana štarpās bola ūštūra, ūšarišķi uz ūšala kaitā dekāns. В течение года беш полбол интеллектуальный центр mūsu dēkšošana derēs vēl. Tādēļ marhaba tasavūš ādēš daldē alduēl. Четвертую статуэтку «Серебряной совы» в копилку династии Киндаровых принесла Лейла Киндарова, главный врач Российско-немецкого центра репродукции и клинической эмбриологии. Ее поощрили в номинации «За подвижничество». Для меня это было огромной неожиданностью, потому что область медицины, в которой я работаю, очень личная область, это вспомогательные репродуктивные технологии. И я привыкла, что о своих пациентах и о своих достижениях я никогда не говорю. Оценили другие. Этим людям я очень благодарна интеллектуальному центру Чечни за то, что мой какой-то вклад в развитие моего народа, он как-то оценен. Интеллектуальный центр учрежден 12 мая 2003 года. Всего почетное звание лауреата премии получили 275 человек. Ее цель – содействие в консолидации и реализации научного и творческого потенциала представителей народов, проживающих в Чеченской Республике, и земляков, живущих за ее пределами. Вручают лауреатам вот такую статуэтку совы. Не случайно выбрана именно эта птица. Вы, скорее всего, видели неоднократно ее в академической шапочке, а многие вузы выбирают ее даже для своих гербов. По всему миру сова олицетворяет мудрость, знание и эрудицию. Озвучили и имя победителя в номинации «Литература». Лауреатом стал Асламбек Тугузов, поэт, философ, литератор. За его авторством 350 стихотворений и 3 поэмы. Интеллектуал борга, бог крахган, бог комнахан, алхадерес, хылмасарна. Бог долшаттагана, вая нохче комо, вок яздырхо, вок пае, лирам бяш душанвай. Хара лирам нохче каммялдир, изер шагалчи, даган кеч амнеш шейбеш мабитсар, битсагуч, хан мялял, махлакар хадбаш, хаугуруш пае, тушунтан шанхава лехтек. В номинации «Журналистика» в этом году поощрили 2 лауреатов в печатных и электронных СМИ, отмечая значимость масс-медиа в жизни общества. Лауреатом номинации «Журналистика» стал выдвинутый коллективом Аргунской городской газеты «Аргун» заслуженный журналист Чеченской Республики Варзанукаев Ахмед Саидмагомедович. Sunčul alsam halje doš, kaj žurnalistna kalijekške bu, dela išto astina, od nuka so astavin na belh maha rojna, intelektualni centar Kygelošna, ožili Derpšošna, Диплом. Награждается лауреат премии номинации «Журналистика», специальный корреспондент ЧГТРК Грозный, заслуженный журналист Чеченской Республики
Джакаева Регина Алаудиновна за многолетнюю плодотворную работу в сфере журналистики с вручением «Серебряная сова». Сфера или жанр, в котором работает Регина, это один из самых сложных жанров. Ну, вершина журналистики, как вы понимаете, коллеги здесь сидящие, это документалистика. Это достаточно хлопотная работа, очень серьезная. Регина с этим справляется очень успешно, яркое тому свидетельство сегодняшний день. Буквально неделю назад я посмотрел ее фильм про выселение. Действительно, те интервью, которые она там взяла, именно на такого рода интервью, которые записывает Регина Джакаева, будет опираться будущее журналистика Чеченской Республики. Там рассказываются истории из уст тех людей, которых, возможно, не станет через 5-10 лет. И этот архив очень важен для будущего нашего народа. Поощрили знаками почести в номинации за высокий профессионализм доктора экономических наук Лейлу Магомаеву. В этом году учредили и новую номинацию за профессиональную честь. Ее обладательницей стала журналистка Светлана Игнатова, автор множества материалов о трагических событиях, происходивших в республике на стыке двух тысячелетий. Писала и снимала фильмы и сюжеты о судьбах, о людях, о судьбах, сломанных войной, и с той, и с другой стороны. Это были мальчики ампутированные моей национальности, это были и здесь люди, потерявшие семьи, детей или родителей. Это, например, была чеченская семья, которая усыновила 4 русских детей. Одна из моих последних работ. Они живут в Наурском районе, семья Муртазалиевых. Диплом лауреата в номинации «Искусство» получил заслуженный артист России Сулейман Такаев. Он также исполнил песню о переселении чеченцев в конце XIX века, тогда еще в Османскую империю. Своим драматическим тенором он не оставил равнодушным никого. Собравшиеся также сделали дуа с просьбой к Творцу о скорейшем возвращении домой бойцов с победой. Всего в этом году рекордное количество лауреатов – 16 человек. Премия является важным событием в жизни интеллигенции региона. Рамзан Абуев, Мусар Хаджиев, Руслан Магомадов. Вести. Чеченская Республика. В Грозном стартовал второй этап регионального отбора международного турнира по шахматам. Этот интеллектуальный спортивный форум собрал лучших шахматистов региона, которые борются за право представлять свою страну на международной арене. Турнир обещает быть напряженным и зрелищным. Подробности о ходе соревнований узнаем у Лимды Жамалдиновой. Стартовал второй этап регионального отбора международного турнира стран Шанхайской организации сотрудничества. Соревнование собрало участников со всех уголков республики. На мероприятии присутствуют как опытные мастера, так и юные таланты, стремящиеся показать свои навыки и завоевать призовые места. Я учусь у 2 преподавателей. Это мои первые турниры. Я подготовился к турниру. Папа мне показал, как выиграть соперника быстро. Атмосфера в зале одновременно наполнена духом дружбы и соперничества. Участники за столами сосредоточенные и полные решимости. Каждая партия – это настоящая битва умов, где юные игроки применяют стратегии, тактики и свои уникальные стили игры. Организаторы позаботились о том, чтобы создать комфортные условия. Уютный зал, шахматные столы и необходимые материалы были подготовлены заранее. В турнире принимают участие более 30 участников. Победители и призеры турнира отправятся на первые международные летние спортивные игры школьников стран Шанхайской организации и сотрудничества. Шахматы улучшают память, логику, развивают усидчивость, повышают стремление к достижению целей. Эта игра учит думать стратегически, с применением принципов, а самое главное – действовать сначала в уме и лишь потом на доске. По завершению турнира планируется награждение победителей. Для них здесь уже подготовлены ценные призы. Лимда Джамалдинова, Джамбулат Хаджиев, Магомед Бараханов. Вести. Чеченская Республика. Таким был день. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.